В Башкортостане взялись за строительство станков. Так, отечественные предприниматели намерены слезать с иглы импортозамещения и создавать собственные иглы, а также двигатели и винтовые передачи. Уникальные бизнес-проекты реализуют крупные концерны Стерлитамака, а также индивидуальный предприниматель из Бирска. Инициативы поддерживают в правительстве. Подробнее расскажет Лилия Курбанова. Что касаемо названия, это переводится как «горизонт». Телевизор был в детстве, «Горизонт». Вот я его смотрел, когда маленький был. Внешне похожий на телевизор, «Горизонт» теперь показывает, как реализуется импортозамещение. Производство автоматических токарных станков ЧПУ запустил Дмитрий Зырянов. Искал уникальный продукт. Первый проект автор отрисовал 11 лет назад. Приписка в названии «Б3» – это версия. Предприниматель совершенствует станки и сам их программирует. Делаю стойку сам, пишу, создаю. Я еще и программист параллельно ко всему. А покупать ее дорого. То есть они есть Siemens, Fanuc, там у нас что-то выпускаются. Они наши есть, отечественные, но опять ценник там большой. Чтобы мне цену держать как можно ниже на мое оборудование, чтобы конечная цена для потребителя была низкой, то эти стойки было решено самим делать. Детали на 70% российские, еще 30% заказывают в Китае. Все элементы вытачивают по уникальным чертежам. Сами изготавливают корпус станка. Делаем плиты, подготавливаем для установки на станину. Также вот небольшие детали делаем. Это был изначально старый советский станок. Года производства даже не знаю какого, но на нем буквально все заменили, установили двигатели, платы, компьютер. Это теперь ЧПУ станок. Может, автоматически, программа написана, и он же сам ездит. А за «Горизонтом» сейчас целая команда специалистов. Собираем валы, получается, каретки, двигатели. Все части, да, здесь собираем, потом на станок устанавливаем. По чертежам все чертежами. Уже по памяти, да. Только когда что-то новое выводится. А как часто что-то новое появляется? Не мелочами, но периодически, постоянно, там раз в месяц что-нибудь новое добавляется. Штат сотрудников будет увеличен. Предприятие готовится к строительству производства с большим объемом выпуска. Территорию площадью в 3 гектара без торгов выделили неподалеку. В настоящее время у нас реализуется 4 крупных инвестпроекта. Предприятия обращаются к нам именно в основном за предоставлением земельных участков, которые они могли бы получить без торгов. Стоимость за аренду данных земельных участков уже определяется условиями договора, который заключается с Министерством земельно-имущественных отношений. Такую поддержку бизнес получает после участия в инвестиционных часах в администрации муниципалитета и в правительстве республики. Импортозамещению особое внимание. Токарные станки уже не автоматически могут начать собирать еще и в Стерлитамаке. Существующий концерн «Инмаш» планирует построить новый цех и восстановить сварочное производство. Глава Башкортостана поддержал инициативы. Предприятия внушают уверенность. Например, завод изготавливает запчасти для отечественных самолетов «Сухой Суперджет» и готовится наладить поставки для отечественного авиалайнера МС-21. Очень непростой бизнес, молодая сильная команда работает. Видите, даже они практически убитые площади здесь восстановили. Видите, какие вы сейчас видели, какие для инженеров здесь помещения. Создана своя конструкторская база. Сейчас у нас задача первая стоит для того, чтобы максимально обеспечить внутренний рынок именно отечественными шарками винтовыми передачами. Создание станкостроительного кластера в числе прорывных проектов республики. Ключевым предприятием в его структуре станет производственное объединение, входящее в структуру Ростеха. На заводе в 5 раз увеличат мощности по литью и сборке оборудования, вложив в инвестпроект 7 миллиардов рублей. Я хочу, чтобы мы уложились в 2 года. Это максимально. То есть, в каком году? Это 25 год точно нет. Я думаю, это 26-й. Так, постепенно, создавая и собирая собственное железо, страна слезает с иглы импорта в прямом и переносном смысле. Уникальность требует поддержки, но инвестиции в строительство, как правило, уже собственные. Строительство предприятия на выделенной территории займет минимум 4 года. Там будут производить те же станки ЧПУ. Увеличение площади позволит расширить горизонты в 3 раза. Лилия Курбанова, Булат Садреев, Галямов. Итоги недели.